Проект по сохранению плато Мань-Пупунер стал призером Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020». Он вошел в пятерку лучших в номинации «Вокруг меня». Надо сказать, что в этом году конкуренция была нешуточная. На конкурс только заявок было подано более 50 тысяч. В полуфинал прошли 1500, из них отобрали 210 лучших. Авторы своей работы перед жюри защищали в режиме онлайн. 15 призеров встречались с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Подробнее Елена Кононова. Мы находимся в студии прямой трансляции конкурса «Доброволец России-2020». И скоро, совсем через пару минут, состоится награждение номинации «Вокруг меня». До награждения считанные минуты. Волонтеры пока не знают, на что надеяться. Однако сам факт того, что они смогли попасть в финал всероссийского конкурса, где участвуют самые лучшие добровольческие практики, уже можно считать победой. Эти ребята успешно прошли народное голосование, а также экспертное жюри конкурса высоко оценило их работу. Ну что ж, давайте не будем терять ни минутки и встретим наших призеров здесь у нас в студии. Ребята, выходите сюда. И вот они, пятерки призеров. Организатор проекта Валерия Шмидт вспоминает, как ликовали после прохождения каждого этапа. Самый последний – защита в режиме онлайн. За 3 минуты надо было суметь рассказать о такой масштабной работе, как строительство специальных мостков в заповедных местах. Строгих судей волонтеры сумели покорить не только уникальностью задумки, но еще и тем, как трудно дается проект. Весь строительный материал и волонтеров на место приходится доставлять на вертолете. Главное удивление федерального жюри было в том, что вертолеты, вот это же на волонтерском проекте вертолеты, вот как вы вот с этим справляетесь? Ну, это же все-таки затратно, и это сложная организация логистики. Вот это вопрос, вот это их поразило, конечно. Аналогов нашему проекту нету в России и в мире, потому что мы проводим огромный ряд комплекс мероприятий вот по обустройству экологического маршрута, по защите экологии, по развитию экологического туризма в России. Мы единственные, кто производим горные модули, которые устанавливаем в горах Северного Урала, абсолютно бесплатно для всех туристов. Обустройством многокилометрового туристического маршрута, начиная от перевала Дятлова и до Мань-Пупунера, волонтерский отряд «Северный Урал» занимается вот уже на протяжении 5 лет на территории 3 регионов страны. Деревянные мостки активисты в Печора-Илыцком заповеднике смогли оценить сотни тысяч туристов, и не только из России. Туристы не вытаптывают тундру, они идут именно по мостам. И те вещи, которые были в том году просто болотами, они начали уже зарастать зеленым покровом. И мы вот просто идем по мостам уже построенным и видим, как начинает расти на старых тропах мох, стали расти какие-то первые растения. На наших мостах уже отдыхают местные жители. Местные жители – это белки, птички, какие-то там горностаи. И сегодня работа продолжается. Этим летом ребята построили, как они называют, мостовые переходы длиной 1 700 метров. В следующем планируют протянуть еще 1500. Это будет возможным как раз благодаря выигранному гранту. Свой проект активисты предполагают закончить в 2023 году. И тогда путь к одному из чудес страны станет не только комфортным, но и безопасным для памятника природы. Елена Кононова, телеканал Юрган.